Добрый вечер, Республика! В эфире детские новости. Новости для самых маленьких и любопытных телезрителей. В студии для вас работаем мы, Хадижа Акаева и Абдулмалик Мадаев. Дорогие друзья, в этом выпуске программы мы расскажем вам о тонкостях работы ювелира. Вернее, о ней расскажет наш герой, ювелир Рустам Тавсултанов. Не пропустите нашу рубрику «Большое интервью». Почему люди так любят золото и что такое бриллиант? Наши маленькие эксперты не хуже ювелиров разбираются в таких тонкостях. Обязательно послушайте их мнение. Наш Абдулмалик побывал на репетиции детского оркестра народных инструментов. Как маленькие артисты осваивают национальные мелодии, узнаете, если посмотрите его сюжет из поселка Черноречье. Ну а в самом конце выпуска мы покажем лучшие детские видеоролики, которые вы, дорогие зрители, присылали нам в течение недели. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Щипцы, напильники, красивые украшения и много-много терпения. Вот так в нескольких словах можно описать профессию ювелира. 31 января эти замечательные мастера отмечают свой профессиональный праздник – Международный день ювелира. Отличный повод, чтобы познакомиться поближе с этой интересной профессией. Рустаму Тавсултанову 34 года. 10 из них он работает ювелиром. Именно он стал героем нашей постоянной рубрики «Большое интервью». Здравствуйте, Рустам Рамазанович. Вот у вас такая интересная и необычная профессия. Расскажите, пожалуйста, нашим маленьким телезрителям, где вы учились ювелирному делу? Учился я, Хадижа, в Великом Новгороде у одного старого мастера. Он был моим знакомым. Он меня позвал. Я долго не хотел, у меня вообще желания не было учиться на ювелира. Но он меня позвал. Я пришел туда, мне понравилась эта работа. Поначалу было сложно, но потом все легче и легче, уже навыки появляются. И потом я решил приехать на родину, как бы здесь работать. А что в вашей работе самое сложное? Не все знают, что у нас работа, она очень грязная, вредная для здоровья. Как бы. Люди думают, что мы сидим в белых перчатках, перебираем бриллиантики, но это на самом деле не так. Мы шлифуем, мы полируем, пыль, это грязь по сторонам летит, это, как это сказать. Бывает и палец порежешь, и уколешься, и сверлом себе палец проткнешь, там, не знаю, упадет бриллиант, его целый день ищешь. Ну, это я, конечно, шучу, но, тем не менее, трудностей хватает у нас в работе. А с какими материалами вам чаще всего приходится работать? Работаем мы в основном золотом и серебром, но сложнее работать серебром. Металл мягкий, как бы трудно с ним работать. А так в ходу золото в основном. Ну и бриллианты ставим, камушки ставим. Вот, наверное, бывают у вас такие моменты, когда клиенты не очень довольны вашей работой. Что вы тогда делаете? Бывают, конечно, такие ситуации, редко бывает. Бывают люди сами, которые вечно недовольны чем-то. Бывает, что-то не получается, но в таких случаях мы можем переделать или не взять деньги. Ну, какой-то компромисс находим или объясняем человеку, успокаиваем. Бывает вещь, которая не зависит от мастера. Бывают бракованные вещи. Вот. Рустам Рамазанович, что бы вы посоветовали детям, которые тоже в дальнейшем хотели бы заниматься этим необычным делом? Ребята, которые хотят заниматься этим делом, я бы им посоветовал набраться терпения. Тут нужна усидчивость. Во-первых, совесть тут нужна. Нужно быть честным в этой работе. Ну и найти хорошего мастера, который научит. Вот 31 января отмечают Международный день ювелира. А поздравляет вас кто-нибудь с этим праздником? Я первый раз вообще слышу об этом празднике. Меня никто не поздравлял никогда, не отмечали мы. Ну, теперь, конечно, будем отмечать. Пускай кто-то попробует не поздравить. Странно, золото и бриллианты больше всего любят женщины, а почти все ювелиры – это мужчины. Надо же, ты, наверное, за свою жизнь 1000 ювелиров видел, прямо вот эксперт по ювелирам. А может и не эксперт, но то, что женщинам нравятся все эти цепочки и кольца, это я знаю точно. Неправда, у нас тоже вкус разный бывает. Ладно, давай не будем спорить. Лучше послушаем наших маленьких экспертов, пусть скажут свое мнение. Хорошо. Дорогие друзья, передаем слово ребятам. Почему люди так любят золото? Потому что это драгоценность. Я так думаю, что люди любят золото, потому что оно красивое. Оно дорогое. Потому что оно золотое. Потому что оно слишком блестящее, и им это нравится.
Потому что оно красивое. Что называют красивым словом бриллиант? Бриллиант называют, чтобы было очень красивое слово. Это такие камушки, много-много денег стоят. Это котик, где там нет такие красивые камни. Это такие блестяшки. Красивым словом называют бриллиант, потому что оно очень красивое. Это украшение для девочек. Это золото. Откуда люди берут драгоценные камни? На заводе делают. Я так думаю, что люди находят камни на пляже, они собирают их. Из горы. Я думаю, что из сундука. Они где-то их находят и делают из них что-то. Покупают из других странах. Ищут на пляже камушки. Почему золото дороже, чем серебро? Тут оно золото, а серебро белое. Потому что оно блестящее. Потому что золото покупают все, а серебро не все. Потому что золото золотое, чем серебро. Потому что золото, оно красивее, и оно бывает еще лучше. Не знаю, люди его больше любят. Как добывают жемчуг? Его покупают. Просто кидают в окошко какой-то любой камушек, и этот камушек превращается в ожерелье, и люди шьют это ожерелье, пока это не подойдет к их шее. Покупают в магазине. Его из моря достают. Жемчуг добывают, они его находят, потом из него делаешь бусы или что-то там. Из ракушек достают. Как отличить золото от подделки? Никак, подделки очень похожи бывают. Наверное, это нужно уметь. Подделка железная, а золото не железное. Можно проверить. Ударить молотком. Кто чаще всего носит драгоценности? Я так думаю, что чаще всего носят бриллианты девочки, потому что они хотят узнать, насколько они красивые. Но хвастаться красотой это не культурно, нужно хвастаться умом. Богатые тетеньки. Мама. Мамы, девочки. Королева, принцессы. Женщины. Почему у людей никогда не бывает аллергии на золото? Потому что они безопасные. Потому что оно дорогое. Потому что золото это не болезнь. Потому что там нет микробов. Бывает, просто они не замечают. Значит, они его так любят. Все-таки странно это. Что именно? Ну, то, что на золото у людей аллергии не бывает, а на другие металлы бывает, а на золото нет. Теперь понятно, почему оно такое дорогое. Ну, как говорят наши маленькие эксперты, не золото красит человека, а ум, поэтому деньги лучше тратить на книги, а не на украшения всякие. А я знаю, что еще красит человека, кроме ума. Очень интересно. И что же это? Талант. Дорогие друзья, самое время посмотреть наш сюжет о ребятах из детского оркестра народных инструментов. Музыкальные инструменты уже настроены и ждут своих маленьких хозяев. Совсем немного и непривычную тишину этого зала сменят волшебные звуки наших национальных мелодий. Детский оркестр народных инструментов существует уже 3 года. Возраст, конечно, совсем детский, но сделано за эти годы было очень много.
коллективе у нас 27 детей, которые непосредственно сидят в оркестре, играют. Но помимо тех, которые у меня в оркестре, у нас работает и студия народных инструментов, где мы обучаем детей по их желанию. Приходят дети, записываются в студии, и идет работа параллельно. Готовить именно детей, чтобы потом перейти в оркестр, чтобы сидеть и играть дальше уже в оркестре народных инструментов. Работать с детьми очень сложно. Это вам скажет представитель любой профессии. И школьный учитель, и врач, а дирижер детского оркестра тем более. Настройка музыкальных инструментов – это ерунда, а вот настроить самих ребят бывает гораздо сложнее. О, Хосе, когда к тебе обращаются, Хасан, одно и то же, каждый раз невнимательность. Художественный руководитель оркестра Арсан Кусариев к своим маленьким подопечным достаточно строг. Да, конечно, я, с одной стороны, могу понять маленькие шалости, детский возраст, скидки на все, но все равно искусство есть искусство, у искусства нету возраста. Искусство, оно есть. И если ребенок, он должен играть ее хорошо. Если взрослый, он должен играть хорошо. Поэтому сложнее всего и добиться именно такого результата, чтобы дети сделали такой серьезный подход и бросили свои детские шалости. Но вот на это уходит очень много времени. Нет, дорогие друзья, играть на этом инструменте я, к сожалению, не умею. Но зато умеет мой друг Мурат. Он самый юный участник оркестра. На вопрос, почему ты выбрал именно этот инструмент, и Мурат, и его товарищи отвечают, не задумываясь. Этот инструмент мне больше всех понравился. Когда я был маленький, у меня дедушка играл на дичкопандале. Но я вообще всегда любил, я смотрел, как он играет всегда, и полюбил этот инструмент. Иса Ахматов играет в оркестре со дня его основания. С гармонией мальчик подружился очень легко. По его словам, с этим инструментом он не расстанется уже никогда. Иса, а какие еще мелодии, кроме наших национальных, ты знаешь? Давай я сейчас тебе сыграю, я думаю, что эти мелодии знают все. Хорошо? Давай другую. А еще? Вот это я уже знаю. Калинка. Дорогие ребята, если вы тоже хотите научиться играть на национальных инструментах, у вас есть возможность попробовать себя. Нужно лишь записаться в студию народных инструментов. Самые талантливые и трудолюбивые обязательно смогут попробовать свои силы в замечательном детском оркестре. А мы продолжаем. В течение всей прошедшей недели вы, наши дорогие зрители, присылали нам детские видеоролики. Мы с Хадижей долго выбирали лучшие из них. Скажем честно, это было нелегко. У нас столько озорных и веселых малышей. Не переживайте, мы обязательно покажем всех в следующих выпусках нашей программы. Ну а некоторых маленьких звездочек вы увидите прямо сейчас. Девушка, мне кажется, этот цвет не такой. Ну, больше у нас нету, девушка. Сұрт мұндақ. Сост аяқтар. Мұндақ сұртты. Спят усталые игрушки, книжки спят.
одеяло, и подушки ждут ребят. Дорогие друзья, если у вас есть забавное детское видео, присылайте его на номер или электронный адрес, который вы видите сейчас на своем экране. Как мы и обещали, самые интересные ролики мы обязательно покажем вам в следующих выпусках нашей программы. Ну а этот выпуск подошел к концу. Нам надо прощаться. Вот и все на сегодня, дорогие друзья. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго! О, еще один ролик. Покажи, я тоже хочу посмотреть.